Добрый день, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы начинаем серию программ, посвященных появлению Республики Башкортостан, башкирскому национальному движению, то есть событиям, которые имели место 100 и чуть более лет назад. Тем более, что сейчас у нас идет подготовка к празднованию столетия республики в 2019 году, поэтому эта тема нам показалась актуальной. И первый вопрос, с чего мы начнем? Посвятим, наверное, первую программу методологическим вопросам. Мы должны понять вообще, что такое национальное движение, такие понятия ввести, да, базовый национальный проект, какие национальные проекты возникли на территории России. То есть без вот этих основополагающих вещей нам будет трудно понять, и мы никогда не избавимся вот от этих штампов, которые существуют в СМИ. Вот, дескать, большевики дали право нации на самоопределение, малым народам вот они зря это сделали. То есть вот мы должны показать, как это все на самом деле было. Был такой Георгий Федотов, философ русского зарубежья, который в 1931 году из-за рубежа писал в своей работе «Проблема будущей России», цитата: «От русского – к российскому. Россия – не Русь, но союз народов, объединившихся вокруг Руси, и народы эти уже не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом нестройных голосов. Для многих из нас это еще непривычно, мы с этим не можем примириться. Если не примиримся с многоголосостью, то и останемся в одной Великороссии, то есть России существовать не будет». То есть вот он писал в 1931 году, когда уже фактически Советский Союз уже существовал, однако он пишет, что вот для нас это непривычно, а что же говорить о событиях начала века, да? Поэтому нужно обратиться, когда вот эта идея права нации на самоопределение и вообще вот когда она все это возникла. Если вот мы будем разбираться, то в Брюнской программе... Процесс начался в Европе еще, да. И это понятно. Брюнская программа австрийских социал-демократов, город Брюн или Бруно, в 1899 году от Объединенной социалистической партии Австрии была принята программа, где право нации на самоопределение, но не в виде такого полного там отделения, поскольку австрийцы, даже будучи социал-демократами, они все-таки стояли за то, чтобы сохранить Австро-Венгрию в ее границах, но так, чтобы, значит, каждой национальности было предоставлено право на автономию. Предусматривал создание вместо существовавших исторических коронных земель Австро-Венгрии национально ограниченных самоуправляющихся областей. И Ленин потом это резко критиковал, Брюнскую программу и вообще австрийских социал-демократов, в том числе вот эту Розу Люксембург и других. Ленин мастер был ругаться, там навешивать ярлыки. Когда читаешь его труды, вообще непонятно к чему, то есть без контекста их понять невозможно. А в итоге Ленин как бы заявлял о том, что он признает право нации на самоопределение, да? Об этом и писал в свое время Маркс. Он, естественно, этого отрицать не мог. Но, как известно, Ленин, он был выдающийся, да, там, гениальный софист, то есть он умудрялся в одном положении совместить две несовместимые вещи. Казнить нельзя помиловать, да, то есть в зависимости от того, где ты запятую ставишь. Потом вот он писал по национальному вопросу: «Чем свободнее будет Россия, тем решительнее признает наша республика свободу отделения не великорусских наций, тем сильнее потянутся к союзу с нами другие нации». Тем меньше будет трений, тем реже будут случаи действительного отделения. С одной стороны, он говорит, мы признаем, в то же время вот этой свободы мы, наоборот, к себе все нации притянем, и тем реже будут случаи действительного отделения. Чуть больше свободы, но при этом они останутся при нас. К тому же, не за всеми народами это право большевики признавали. Допустим, они ничего не имели против ухода Польши, поскольку, почему опять нужно рассматривать этот вопрос с точки зрения марксистской логики. Вот есть исторический народ, поляки, это еще гегелевское понятие, исторических, неисторических народов. Исторический народ с точки зрения марксистов, которые рассматривают конечную цель всемирную революцию, это тот народ, у которого есть свой пролетариат и, самое главное, своя буржуазия, которые сами будут бороться со своей буржуазией, а не так, когда, находясь под властью какого-то другого народа, вся их энергия будет уходить не на борьбу с собственной буржуазией, а, так скажем, с господствующей нацией. Поэтому они были за отделение Польши, пускай дерутся со своими капиталистами, а потом, когда они дозреют, мы всех, значит, объединим. А восточные народы, у которых вообще не было, может быть, у некоторых народов своих пролетариев, да, вот они не доросли до самостоятельного существования, поскольку нету своего пролетариата, нету своей буржуазии. И поэтому в отношении восточных народов они уже такими были держимордами. Право нации на не то что самоопределение, а даже на федерализацию не признавалось. Им не признавалась идея федерального устройства. Посмотрим, что они писали. В 1913 году Ленин писал: «Мы, в принципе, против федерации. Она ослабляет экономическую связь. Она негодный тип для одного государства. Хочешь отделиться? Проваливай к дьяволу. Если ты можешь порвать экономическую связь, или вернее, если гнет и трение сожительства таковы, что они портят дело экономической связи. Не хочешь отделяться? Тогда извини, за меня не решай, не думай, что ты имеешь право на федерацию».
До 17 года вот такая борьба мнений, она существовала. И к 17 году большевики по национальному вопросу не определились. А в то же время, как смотрели на это дело эсеры, Иосиф Акулич в газете «Дело народа» писал: если американцы уже в 1776 году при всем различии экономических интересов и культурного уровня различных государств союзным договором создали Соединенные Штаты, то неужели мы в 1917 году не сможем создать прочного союза областей? Пусть федеральное российское государство примет от отдельных областей, в скобках, Малороссия, Грузия, Сибирь, Туркестан и т.д. атрибуты суверенитета, но даст оно отдельным областям внутренний суверенитет. Как будто написано не в 1917 году, а вот в 1989 году, да, помните, когда парад суверенитетов? То есть вот эта борьба мнений, она происходила. Давайте теперь вопросы вот этих национальных проектов, какие возникли. Дело в том, что в России феодальная страна, в 19 веке национализм в том виде, в котором мы вот сейчас его знаем, есть определение, которое давал Эрнест, по-моему, Гельнер. Национализм – это когда границы политические и этнические совпадают. Понятно, да? Вот, это он просто принцип. Он не возводил и не давал какую-то негативную коннотацию этому термину. Это вот оно у нас сейчас в реалиях современной жизни вот получило негативный оттенок. Но как сам принцип, как сама идеология, она по ту сторону, в общем-то, добра и зла. И эта идея, она возникает очень поздно. Во второй половине 19 века начался процесс объединения Германии. Как раз почему это? Вот как раз вот эта идея. Германцы решили, зачем нам какие-то Ганноверы, Вюртемберги, Гессен, Дармштадт какой-то? Мы же все немцы, мы должны все объединиться. И вот эта идея восторжествовала, началось объединение Германии. Немцы осознали себя немцами. Нация единая. Да, нации. За этим что следует? Национализм, продукт именно капиталистической эпохи, то есть феодальной эпохи этого нету. Это не значит, что этносов там не было. Но осознание себя как нации, у которой должен быть один литературный язык, единые границы, символы и так далее, это возникает только в эпоху капитализма. Идея нации возникает во второй половине уже 19 века. И в России вот этот процесс тоже появился, запоздало, причем не у русских, а наоборот, в западных окраинах. Вот Бенедикт Андерсон, профессор Корнеллского университета, писал: лишь в годы правления Александра III русификация стала официальной политикой династии. Но это было гораздо позже, чем в империи возникли украинский, финский, латышский и иные национализмы. Почему вот эта идея русификации возникла? Династия, она вообще сама немецкая была, Романовы. У них ни капли русской крови не было. Романовы вынуждены были реагировать на настроение в обществе. Когда возник уже и русский национализм, Андерсон писал, вдруг себя осознали, что они не Романовы, что вот мы русские. Уже Александр III начал одеваться в русскую рубаху длинную, подпоясываться бечевкой, отпустил вот такую огромную окладистую бороду. Это уже была реакция. Мусульманские окраины Российской империи тоже затронули вот этот процесс пробуждения, так скажем, национального самосознания. Но, наверное, одними из первых на это отреагировали казанские мусульмане, как наиболее развитые в экономическом отношении. У них была своя буржуазия, пусть компрадорская, там, как говорили тогда, которая нажила свои, скажем, капиталы на транзитной торговле в Средней Азии, поскольку вот в России они монополизировали, казанские торговцы, вот эти караванные пути со Средней Азии, поскольку им легко было туда проникать, среднеазиатские народы близкие по религии, по языку и так далее. И вот появились первые капиталисты. Появился, кстати, там небольшой татарский пролетариат свой уже появился. Соответственно, у них у первых стало пробуждаться национальное самосознание. Но тут, наверное, нам придется вот немножко подробнее рассказать, как этот процесс. Возникает проект татарской нации. К 19 веку казанские мусульмане, у них не было вот этого этнонима, был позабыт у них. Допустим, если мы обратимся к источникам более раннего времени, 15, 16, 17 веков, называли себя чувашами они, но это не надо путать с теми чувашами, которых мы знаем. Вот чуваши — это как раз вот наследники мусульманской Волжской Булгарии. Потом в 18 веке со стороны других народов продолжалось вот это называние, но у них стало появляться вместо вот этого названия конфессионим, стал преобладающим. Просто стали себя называть мусульмане. И вот в 19 веке Шахабуддин Марджани, один из, так скажем, историков казанских, задумался, а почему мы себя конфессионим называем? Ведь это же не этническое название, не национальное определение. Как же так? То есть сама даже постановка вопроса говорит, что мыслил уже как человек, у которого вот это чувство национального пробудилось, и который уже, в общем-то, с каких-то, можно сказать, даже и капиталистических воззрений стал проектно на это смотреть. И вот он предложил, раз так вот нас, татарами русские нас называют, не надо обижаться там, а тогда это воспринималось как какой-то вот обидный, так скажем, этнофализм, говоря языком этнологии. Примем как должное, и все. И это было кем-то принято, кем-то не принято. И вот предложил в 1885 году в своем труде Мустафа Аль-Ахбар, и вот где-то лет 20 ушло вот на это. Внутри казанского идеи. Да, ну только внутри еще своего казанского, так скажем, очага, анклава.
За там пределы куда-то в Башкирию это еще даже и толком не выходило. Но потом уже, когда он умер, и вот его идея, она была творчески развита сторонниками, которые сказали, а почему мы должны замыкаться на казанских мусульманах? Потому что Шихабуддин Мурджани даже и не думал о том, что можно туда включить кого-то иного. Поскольку башкиры, здесь у них свой уже этноним есть, и своя история и так далее. Но цель была объединение под именем татар. Опять же, по-разному это было все воспринято. Допустим, Мишари, да, этнос, очаг, где они зародились, это Мещера, Средний Поволжье, Нижегородчина, Пензенская, часть Мордовии и так далее. Вот в результате того, что они еще в времена Касимовского ханства, вассального внутри Московского царства, они стали поголовно, были введены почти что в сословие служилых татар, и они стали нести службу, и дисперсно их расселило правительство. И вот они, расселившись, стали утрачивать свою, так скажем, этническую самобытность. Видимо, для них это было неважно, как называться. Много мишарей, кстати, если вот смотреть метрические записи Магометанского духовного собрания, себя идентифицировали как башкир. Многие писали просто башхорт, а некоторые писали башхорт Мишардан. И вот тут начинается татарский проект, и, видимо, у казанских мусульман была пресса, они смогли это убедить, и многие влились в этот татарский проект. То же самое произошло со многими типтярами, да, там, особенно казанского происхождения. Это сословная группа, которая была на территории Башкирии, тоже туда отхлынули. Ну и этот процесс, он затронул тоже часть башкирского народа, потому что, когда началась революция, как это мыслилось? Татарин было изначально, если мы будем брать, это не то значение, которое мы сейчас вкладываем. Тогда это мыслилось как бы человек новой формации, да? Революция началась, воспринималось вот это деление на народности как пережиток феодально-сословного строя Российской империи, а вот человек новой формации, который в 20 веке, вот татарин, один язык, одна наша вера и так далее, и так далее. Большевикам тоже эта идея очень понравилась, потому что в конце ставилась идея какая? Программно заявлена уже в поздний советский период о создании, значит, новой общности, исторический советский народ, где все сольются. Переходный этап. Да, это переходный этап, куда вот всех инородцев, там, без всяких делений внутренних России, вот вам татары, один вам литературный язык, вроде как, пока борьба с религией не начиналась, пока вот вам единая ваша вера, все, что хорошо, все, что унифицирует, понимаешь? Поэтому, конечно, упрощает. Упрощает, да. Одновременно возникает уже и башкирский национальный проект. Башкиры как этнос, как народ, они древний народ, давно существовали, но одно дело народ, а другое дело, как вы свои будущее мыслите. И вот проект башкирской нации хорошо видно на примере, допустим, исторических работ. Допустим, если в 19 веке произведения, которые писали башкирские писатели, там была все-таки идеология чингизизма. Вот Чингисхан, предводитель башкирских родов, пришли, помогли Чингисхану, и была создана империя. И башкиры – одна из этнических единиц большой империи Чингисхана. Вот такое было имперское понимание. Потом возникает уже идея не империи, а уже, собственно, о том, чтобы создать свой национальный очаг. В 1912 году увидел свет работа Мунира Хадыева «Башхор, тарих и башкирская история», которая вот уже стала свидетельством того, что часть башкирской интеллигенции избавилась от плена вот этих пан-исламистских, пантюркистских идей, которые были облечены вот в идеологию чингизизма, и стала уже на путь реализации башкирского национального проекта. История башкир мыслилась как? Своя уже национальная мифология, башкирские восстания, идеи национальной борьбы башкирского народа против угнетателей, царизма и так далее. Уже в дореволюционную эпоху все это и появилось. Вот это и есть национальный проект, когда уже башкиры себя начали мыслить не часть какого-то имперского пространства, это не часть какой-то империи Чингисхана или там не часть мусульманского сообщества. Стали мыслить, все, мы отдельно, мы никуда и ничего и не хотим. Можно сказать, что к 2017 году вот эти два, по крайней мере, проекта точно зародились. Татарский проект, изначально он был не этнический, да, а вот такой политический проект. И вот башкирский национальный проект, который вот имел именно такую этническую основу. А среди других народов Поволжья, не мусульманских, подобные процессы были? Нет. Ведь и не случайно, когда революция началась, ведь ни один из других народов Поволжья, никто не выступил с проектом собственных там каких-то республик там, или вообще там с каким-либо политическим проектом. У них это все было в таком зачаточном состоянии. Наверное, надо и сказать, и что и среди башкир, и татар тоже эти процессы, они все-таки больше в элитах происходили, да, среди образованной части населения. Не массовые эти были процессы. Нет, а это всегда в элитах происходит. Это любой проект. Есть активное меньшинство, которое формирует повестку, агенду, и которое потом ведет массы. Это как раз тут это и не нужно, чтобы всех это охватывало. Это потом уже в процессе вот эти идеи заражаются уже поголовно все, и люди поднимаются вот на какое-то большое движение. Ну что ж, более подробно о том, как это движение развивалось на территории республики, мы уже будем говорить в следующих наших программах. А сейчас я благодарю нашего постоянного гостя и эксперта Салавата Хамидуллина, руководителя автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо вам, Салават, еще раз. Спасибо вам. Спасибо, кто был сегодня с нами, и до новых встреч. До новых встреч.